Персонально ваш. Здравствуйте, «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. В эфире программы «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. А вместе с нами сегодня по скайпу из Москвы председатель агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии, доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Добрый день, Дмитрий. Да, всем привет, Руслан. Представитель только, да. Сегодня все звания и регалии решили вспомнить. Да. Есть нам о чем поговорить. В «Персонально ваш» мы давно не встречались. Но хотелось бы начать вот с некого такого сравнительного анализа. Поскольку вы живете в последнее время в Москве, но наблюдаете за ситуацией в Башкирии, хотелось бы сравнить, вот как сейчас обстановка в сравнении Москвы и Башкирии с точки зрения коронавируса, карантинных мероприятий, смягчения ограничительных мер и так далее, и так далее. Вот что думаете? Да. В Москве все жестко, смягчений практически никаких нет, даже вот площадка для занятий там спортом перекрыта, в общем-то, и статистика, она вроде как идет на спад, но она не утешающая. Вот, парки закрыты, там пробежки на велосипеде, там можно, конечно, на свое усмотрение, но могут быть и штрафы. Также есть система электронных пропусков. Я практически вот 2,5 месяца из дома не выхожу, вот пределов жилого комплекса не, скажем, покидаю. Это вот на уровне бытовом, то есть в Москве пожестче сейчас. Объективная ситуация такая, что власти пока не понимают, как решать этот вопрос, и много проблем. Если идти уровнем выше, то много, значит, политологически, так скажем, брать, то много проблем и внутриэлитных конфликтов по поводу вот ситуации с коронавирусом. Ну, во-первых, там московская мэрия, допустим, заявляет, да, что 40 тысяч получает пособие по безработице. То есть в масштабах Москвы это крайне мало, повышенное пособие по безработице. То есть, по сути, как бы фраза Собянина «бюджеты треснут», она здесь актуальна. В общем-то, мэрия не особо старается эти повышенные выплаты делать, только там при полном выполнении условий, правил и так далее и тому подобное. Понятно, безработных гораздо больше. А если судить, допустим, по рынку недвижимости, то сдача квартир сейчас стала дешевле. Вот, то есть меня это тоже вопрос как бы интересует, то есть вот, да, вот я потенциально слежу там, да, свою квартиру как сдавать буду. Вот, то есть сейчас это дешевле. То есть в этом плане это тоже характерно, что сейчас произошел массовый отток из Москвы, то есть в регионы ЦФО, ну и в дальние регионы люди уехали. Когда начнется восстановление экономики, эти же люди приедут, будут работать за меньшие деньги, а многие потеряют работу окончательно. Соответственно, потери будут серьезные, и, конечно, низшее звено, так скажем, прекариат, можно говорить об этом термине, да, с неустойчивой занятостью, он потеряет очень сильно. Вот. А я согласен с аналитиками, Moody's, да, вот они предсказывают, что большая миграция будет в центре, то есть усилится сверхцентрализация. Кстати, Башкирия, там Чувашия, Омская область, она как раз в этом списке. И я уже так иронично шучу, что вот здесь в Новой Москве, да, там или на севере, в районе Химок, вот уже новые станции метро, когда будут строить, их так и надо называть: Омская, Чебоксарская, Уфимская и так далее и тому подобное. То есть приток будет очень большой. Это вот важное следствие. Теперь внутриэлитный уровень, если коротко я могу сказать. Собянин, когда коронавирус начался, очень сильно, так скажем, его вроде влияние повысилось, потому что он и после Путина выступал вот на этих экстренных совещаниях, и много чего было еще. Но давление на него тоже крайне усилилось. Очень сильно усилилось давление. И, например, вот характерная ситуация, что недавно вышло расследование, да, на одного из важных членов команды Собянина, Анастасию Раковой, да, где разбирается детально по рецептам Лилии Чанышевой, да, ее гардероб. И там указывается, что, допустим, в этом я ссылаюсь на расследование, что стоимость ее гардеробов, если с украшениями, то это где-то двушка-трешка там на московской окраине. Вот, примерно, то есть 10-15 миллионов. Вот. Ну, не 15, там 8-10 миллионов. Это вот ежедневно с украшениями. Но это давление со стороны оппозиции, так называемое. А что за давление еще есть? Со стороны власти, может быть, даже федеральной, нет? Руслан, понимаете, я не считаю это оппозицией. Вот. Я уже высказывался неоднократно на этот счет. Я могу сослаться на журнал «Полис», который провел там исследование. «Полис» — это все-таки чистая академическая наука. Они не заинтересованы в публикации большой. Так вот, там один из авторов есть, показывает, что более 80% россиян не верят ни в какую оппозицию в России. Поэтому я считаю, что так же, как и Гарри Каспаров, допустим, да, я считаю, что Алексей Навальный встроен в эту властно-управленческую, оппозиционную, симулятивную
конфигурацию, и он выполняет определенные поручения. Поэтому, если это говорить, мы будем говорить, что это все-таки заговор с точки зрения оппозиции, то, возможно, так, но мне кажется, что здесь дело во внутриэлитном противостоянии. Собянин очень мощный игрок, но давление на него идет также очень мощно. И я не исключаю, что по итогам, коронавирусной вот этой всей истории будут определенные кадровые перестановки. Как интересно. А вот в этом смысле Ради Хабиров, глава Республики Башкортостан, испытывает ли подобное или хотя бы незначительное, но все-таки давление в этой ситуации или нет, на ваш взгляд? Я думаю, оно минимизировано. Я думаю, что с определенными ошибками, которые были там с ситуацией с РКБ, которая всем известна, и радиослушателям лучше меня, наверное, известно, это было очень серьезное давление, и там много, естественно, медийных поводов, вплоть до того, что в американских СМИ писали про это, да, естественно, на федеральный уровень проблема вышла. Сейчас, если мы отследим Центр-регионы, схему Центр-регионы по борьбе с коронавирусом, последняя волна была на прошлой неделе, да, вот на сегодняшний момент, это, флешмоб, так скажем, заплатите врачам за борьбу с коронавирусом. Президент неоднократно выступал на эту тему, жестко, достаточно эмоционально, он редко эмоционально высказывается, предупреждал. Там попали, скажем так, в неудобное положение губернатор Санкт-Петербурга, Мурманская область, неправильно считали, там часы высчитывали и так далее. Потом, в общем-то, было сказано, что понедельник, вторник, то есть вот на этой неделе мы подведем итоги. На выходные мы получили кучу флешмобов. Краснодарский край, Иркутская область, Рязанская область. Где-то здесь задействованы контрэлиты, где-то врачи сами проявили смелость. Башкирия в этом списке практически не прозвучала. Там телеграм-канал «Распад радио» 18, в общем-то, писал о таких случаях нарушения, но в телеграммах много инсайда, но много и фейка. В общем-то, республиканским властям удалось не допустить выхода этой ситуации на федеральный уровень. Возможно, они хорошо административно сработали. Но хотя у нас в республике в местных СМИ публиковались отдельные случаи, когда врачам действительно насчитывали по часам там какие-то 200 рублей, 150 рублей. И хотелось бы в этом смысле ваше мнение узнать, а почему так происходит? Это у них денег нет путинских, они в смысле не доходят, или они приходят, но их хотят для чего-то другого сэкономить? Что движущей силой является такого поведения? Да. В этом процессе, Руслан, тоже нужно выделять несколько измерений. Первое измерение – это, собственно, фактический процесс, как вы интересуетесь, как человек, который старается в суть глядеть. Но есть же еще и пиар-измерение. То есть мы понимаем, что врачи – это сейчас те фигуры общественные, которые привлекают общественное внимание. Им общество испытывает благодарность. Фактически это наши, так скажем, защитники в секторе безопасности, получается, потому что они спасают жизни. От их работы, качественной работы, от их самопожертвования зависят судьбы людей. Соответственно, тут же мы видим посыл какой. Президент говорит, нужно сделать доплаты им. Я вам все деньги мы перечислили, центр. Тут же не счетная палата, тут же казначейство отчитывается, что мы все перечислили. И получается это некое такое пиар-качели, пиар-донорство. То есть фактически за счет регионалов центр повышает свой рейтинг, свой авторитет. Это информационное, да, скажем так. Теперь сущностно. Сущностно Минфин работает очень интересно у нас. Это вам любой регионалист скажет. Бывает так, что в июле они предлагают принять какую-то программу по поддержке, допустим, регионов малого предпринимательства. Деньги доходят туда ближе к октябрю, а нужно спокойно отчитаться, как-то какие-то мероприятия провести, а если что-то не так, то счетная палата посчитает, и приходится возвращать деньги. Поэтому тут очень много вопросов. Но регионы, в общем-то, я думаю, что многие не умеют работать в этих экстренных ситуациях. И где-то технические вопросы были. Со стороны определенных пропагандистов на уровне федерального центра звучали такие заявления, типа это саботаж регионов и так далее и тому подобное. Никакого саботажа нет. Все хотели заплатить. Но кто-то не успел, технические ошибки, за это получил определенный графу минус, так скажем, да. Но где-то я считаю, что активно ситуация раскачивается контрэлитами. Так, понятно это. Так, и еще, продолжая историю Москвы, хотел бы уточнить, история по поводу закупки завода по производству масок. Там по-моему, целая история была, и вы ей занимались. Да, я в телеграм-канал об этом пишу, но там же какая ситуация? То есть, в общем-то, выясняется, что мэрия еще в марте 2020 года купила завод во Владимире по производству масок. И начали эти маски продавать в метро.
Вот в чем дело. То есть Москва же всегда позиционируется, мы богатый регион, субъект федерации, точнее, мы там на нефтяной игле не сидим, у нас огромный бюджет, и начали это продавать, все. Вот. То есть это вызвало бурю негативных оценок со стороны, в общем-то, оппозиции и, скажем так, людей, которые имеют свое мнение, а в Москве их гораздо больше, чем в любой республике, либо в любом регионе Российской Федерации, в том числе и Санкт-Петербург. Вот. И, соответственно, вот это все вынудило, даже Собянин оправдывался вот на следующий день после того, как прошла эта информация, что на улице не обязательно маску носить, но все-таки вам желательно ее иметь, а в метро обязательно. Вот. Но вообще ситуация, конечно, такая. Понимаете, вот если брать Москва, регионы, наибольшее, скажем так, недовольство, оно и фиксируется как раз в регионах Центрального федерального округа. Это, допустим, Владимирская область, Курская, да, там же, допустим, Белгородская. Там очень сложно. Там, допустим, все врачи из этих сопредельных регионов, многие, они работают в Москве, в том числе посменно. Это создает большие трудности для региональных систем. В то же время эти региональные системы, они зависимы от Москвы, естественно. То есть там такая сложная диалектика. Но если на уровне общественных настроений, фокус-групп там, я это неоднократно проводил в разных регионах, к Москве отношения не очень хорошие. Угу. И вот, опять же, на днях в нашей республике, да и в принципе во всем мире мусульманский праздник Ураза-Байрам, есть ситуация с коронавирусом. В Уфе вроде как не планируется никаких массовых мероприятий. И почему-то я не сомневаюсь в том, что ничего не произойдет, да, потому что у нас как-то нет ортодоксальных, что ли, мусульман. Но в Москве ситуация все-таки, наверное, посложнее, да, там много представителей из Северного Кавказа. Что происходит? Да, посложнее. В Москве, я думаю, больше мусульман живет, чем в Уфе. Вот. То есть несколько миллионов, да это точно, несколько миллионов живет и Северный Кавказ, и трудовые мигранты из Центральной Азии, и татарстанская диаспора, и башкирская диаспора есть. Вот. Будем посмотреть. Я думаю, политика на уровне указаний там будет такая же, она единая, централизованная. То есть так же, как и на Пасху, в общем-то, проводить мероприятия, культовые учреждения будут закрыты, да, но на проспекте Мира посмотрим, как будет. Может быть, мусульмане туда придут. Это очень интересный вопрос. Вот будем смотреть 23-24 числа. Угу. Ну, вам как кажется, все-таки там, наверное, будет больше народу, чем, скажем, в Уфе на улице? В Уфе, наверное, вообще никого не будет. Я думаю, отдельные попытки будут, но посмотрим. Я даже не могу сказать, потому что все-таки я московской повесткой занимаюсь постольку-поскольку. Я больше регионалист, поскольку я здесь живу, то есть я слежу. Но пока я не готовил на этот счет аналитику, но я посмотрю еще. Это интересно будет наблюдать. Хорошо, вот сейчас как раз мы перейдем к регионам. Я напомню нашим радиослушателям, что на прямой связи по скайпу с нашей студией политолог Дмитрий Михаличенко, и номер для ваших смс-сообщений, вначале я его не назвал, +7 927 304 1051. Он также работает, и сообщения можете присылать в Телеграм, при этом не забывая подписываться. Вот аналитик Ильшат Хамадшин в последнее время начал публиковать серию постов, разбирая те цифры, которые уже накопились за 2 месяца с момента начала эпидемии. Вчера он был у нас в эфире, и, в общем, его мысли, его умозаключения, опять же, наводят на определенные мысли. Вот на ваш взгляд, зачем, если он прав, то зачем все-таки властям манипулировать цифрами? Ведь это же опасный путь. Вот люди в итоге расслабляются и не соблюдают режим. Не лучше ли говорить правду, чем потом проводить облавы и штрафовать? Да? То есть, если правду сказать, люди и так, например, не будут нарушать режим. Ну да, интересный и правильный вопрос. Я в вашей парадигме мысли, в общем-то, также размышляю и согласен. Но я хочу сказать несколько вещей. Первое, это власть и общество в этом вопросе, они мыслят одними категориями. Никто не заинтересован, чтобы люди гибли и несли ущерб. Второе, значит, ставка на просвещение в российской постсоветской реальности, она вообще не делается в России. То есть и вузов там уменьшается количество, и образованные люди мигрируют. То есть это вообще не про это. Третье, что важно отметить, наверное, это самое важное, то, что власти считают, что достаточно, скажем так, алармизма и тревоги они в общество дали.
Сейчас есть установка именно политтехнологическая, управленческая, называйте как хотите, она во всех регионах прослеживается, на смещение проблематики коронавируса и уход в сторону позитивной повестки, открытие чего-то там, значит, какие-то позитивные новости и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, я думаю, стратегически, по большому счету, конечно же, Ильшат прав, наверное, когда он так говорит, что люди должны знать правду, истину и так далее. Я, например, ее ищу. Вот. Это у меня общение с людьми из Уфы, там, да, с кем я общаюсь там, и здесь, в Москве. Там, я стараюсь с экспертами общаться, потому что у меня родители в Уфе, потому что мне интересна эта ситуация, это моя родина. Я ее ищу не только в СМИ, не только в соцсетях. Это важно. Но понять власти с точки зрения того, что региональные власти вообще выполняют то, что им скажут, а понять тут логику тоже можно. Потому что не просвещенческая у нас страна, скажем так, иерархическая, с приказами и так далее и тому подобное. Угу. Ну вот в этом смысле в Уфе, точнее под Уфой, готовят создавать ковидный госпиталь, и это как бы довольно-таки позитивно все преподносится. Хотелось бы вашу точку зрения по поводу того, является ли это, на ваш взгляд, лично заслугой нашего первого вице-премьера Андрея Назарова. Согласны ли вы, что это его заслуга? И заслуга ли это вообще в принципе, что вот такой ковидный госпиталь под Уфой у нас строится? Да, поскольку у нас разговор, Руслан, идет такой достаточно жизненный, я скажу, что этот госпиталь строится прямо напротив моего дома в Чесноковке у нас с родителями. Мы его продали совсем недавно, да, и я, конечно, по нему скучаю, так скажем, но я здесь сейчас живу. Что касается, сути вопроса. Опять же, аналитики S&P, да, в общем-то, хорошо анализируют ситуацию в регионах. Они говорят, что регионалам денег дают мало, недостаточно, где-то треть от необходимого. То, что в Башкирии эти деньги там получили, транши, это определенная заслуга есть. Понимаете, тут же сейчас ситуация какая? Немножко я отойду в сторону, но потом вернусь. У нас произошла децентрализация. Административные полномочия регионам дали, федеральных никаких не дали. Политические все сохранились у центра. Это произошло сейчас в условиях коронавируса, так ведь? Да, об этом говорим. Так, 2 месяца, да, с апреля это, да. То есть я могу сказать, децентрализация без федерализации с сохранением политических рычагов у центра – это еще большая сверхцентрализация. Вот такая формула. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, я могу сказать, что в этих условиях никакие регионы полномочий публично себе требовать не будут. Что дадут, что не дадут. Но лоббистская борьба, договоренности на уровне кулуарных вещей, этот процесс пойдет. И те регионы, у которых сильные лоббисты, они будут в выигрыше. Допустим, Тульская область, там сильный лоббист, да то же самое, Рамзан Кадыров, опять же, конечно же. И им, понимаете, складывается такая конфигурация, что мне очень не нравится, что они не озабочены тем, что давайте в целом правила игры сбалансируем. Нет, тут речь идет о том, что каждый за себя. В этом плане то, что строительство этого госпиталя идет, наверное, неплохо. То, что сейчас механизмов отслеживания коррупции, скажем, социального контроля нет практически, это факт. И эта экстренная ситуация, скажем, коронавирусная пандемия, она только ограничивает свободу слова. Есть ФСБ, есть силовики, которые все отслеживают, и часто им говорят, вы не вмешивайтесь, только мониторьте ситуацию, скажем так, разбираться центр будет потом. Я сейчас не конкретно про башкирскую ситуацию, я в целом образно. Да, я в целом говорю. Я думаю, что плохого в этом, наверное, ничего нету, тем более, что, наверное, по моему мнению, я совершенно не специалист здесь, но коронавирус – это ситуация, которая может повторяться, у нас общество массовое становится, Россия, конечно, более, так скажем, пространственно разряженная, но тем не менее, то есть это все пригодится, наверное. То, что они строят, но у власти дефицит республиканских достижений. То есть они сейчас могут все списывать на коронавирус, но строительство этой гостиницы, я думаю, что это будет положительно. И с точки зрения пиар-эффекта, и с точки зрения реального медицинского, скажем, эффекта. Да, потому что, так поговорить, многие же боятся больниц. Многие в Уфе, в Башкирии боятся больниц. То есть качество, понимаете, государство долгие годы на медицину, на здравоохранение, на образование не вкладывало. А сейчас выясняется, что национальную безопасность обеспечивают, не вкладывал должным образом. Сейчас выясняется, что национальную безопасность обеспечивают врачи. Скоро поймут, наверное, что и без качественных учителей, учителей не может быть патриотизм воспитан и так далее и тому подобное. То есть, так.
Вот вы важную мысль, мне кажется, упомянули, что не могут главы регионов условные, да, между собой скооперироваться, чтобы добиваться общих целей, а просто соревнуются, кто сильнее лоббирует, тот и молодец. Это, в конце концов, к чему приведет? Это как бы, по-моему, это вообще тупиковый путь, нет? Ну, на мой взгляд, да, потому что сверхцентрализация, она же очень ущербна, скажем так. Вот опять же, давайте вернемся на уровень обыденного сознания. Вот Москва, да, там же ограничительные меры. Почему так долго сохраняются? Потому что город перенасыщен. Вот. Но у нас же не Гонконг, да, то есть где там на узком там пятачке, так скажем, там много людей живет. Но Москва-то такое ощущение, вот смотришь эти многоэтажки, в том числе в котором я живу, да, такое ощущение, что понатыкали там все вокруг метро. И, соответственно, вот, такая ситуация возникает. Что касается обратного, политическая регионалистика, политическая партия или субъектность там, борьбы за регионов, это актуальная очень тема, это гораздо более актуальная, чем там политические партии типа «За правду» Захара Прилепина. Но в условиях сверхцентрализации это маловероятно. Потому что, значит, мы видели, когда там в конце 90-х эти блоки были, да, политические тяжеловесы собирались. Но если экономика будет остывать, этого не миновать, что политическая субъектность регионов вырастет. Так, я напоминаю, что на прямой связи со студией политолог Дмитрий Михайличенко. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва на новости. Напоминаю, номер для ваших смс-ок +7 927 304 1051. Оставайтесь с нами. В Москве 13 часов 30 минут. У микрофона Марина Старостина. В эфире краткий выпуск новостей. На бирже в Москве укрепляется рубль. Сегодня он достиг максимальных показателей с начала марта. Около полудня за доллар давали 70 рублей 80 копеек, а за евро 77,70. Курс рубля растет на фоне повышения цен на нефть. В Лондоне за баррель марки Brent сегодня давали почти $36,5. За последние сутки в Москве выявлено чуть менее 3000 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 3500 человек. Второй день подряд число тех, кто вылечился, превышает количество новых инфицированных. Что касается статистики в целом по России, то за минувшие сутки выявлено 8800 новых случаев COVID-19. В Подмосковье с 25 мая должны заработать многофункциональные центры. В официальном сообщении говорится, что на первом этапе жители смогут их посещать по предварительной записи и получать ограниченный набор услуг. Затем перечень этих услуг увеличат. В числе их получателей будут не только юридические, но и физические лица. Лишь на третьем этапе МФЦ заработают в обычном режиме. Ранее власти Москвы объявили, что центры заработают с 25 мая. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предлагает отменить рекомендации Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в самолетах. В письме, которое направлено в Минтранс, говорится, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы избыточна. В апреле из-за падения спроса самолеты были заполнены только на 37%. Как пишет «Коммерсант», все это может привести только к росту цен на авиабилеты. Чиновники Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня решат, будут ли этим летом работать детские лагеря. Родители уже купили путевки, а руководство готовит базы к приезду детей. Ситуация разбирался наш корреспондент в северной столице Марк Нуждин. Смольный не перевел деньги за социальные путевки. Об этом глава комитета по соцполитике Александр Жаненков рассказал порталу Фонтанка.ру. Городские сертификаты принимают почти все лагеря. Без бюджетных вложений они не получат значительную часть выручки, отмечает издание. На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что летние лагеря будут действовать как обсерваторы, без визитов родителей во время смены. В Смольном уточнили, что детей в комнатах будет меньше, чем обычно. Однако, если число заболевших не пойдет на спад, то Роспотребнадзор не откроет смену. Сейчас горожане не могут купить место для ребенка, а лишь оставить заявку на отдых. Однако лагеря до карантина успели продать больше половины путевок. Если чиновники не разрешат работу, то организациям придется вернуть деньги. В этом году в Петербурге и Ленинградской области детей ждут в 70 лагерях.
В Москве сейчас плюс 8 градусов, давление 741 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 75%. Ночью обещают плюс 4,6 градусов, завтра днем всего лишь 8-10, облачно и, возможно, небольшой дождь. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Доходность не гарантирована. Репутацию нельзя купить. Но ее можно заработать. Как и деньги на фондовой бирже. Инвестиционная компания «Финам». Честный заработок на бирже. Мы заинтересованы в доходности каждого клиента, ведь от этого зависит наша репутация. «Финам». Телефон в Уфе 216 11 22. 18+. Отвечает Александр Друзь. Купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Это жилой комплекс «Умный дом», который возводит строительная компания «Стройфедерация». Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат «Эггер», кондиционеры «Балу», радиаторы «Пурмо», лифты «Отис» с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 200-80-10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Внимание! Во всех аптеках «Фармленд» в наличии маски, перчатки, антисептики. Подробности на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Невеста. Кыз. Воровать невесту. Кыз урлау. Воровать невесту. Кыз урлау. Ради Хабиров попросил казахов не воровать башкирских невест. Ради Хабиров казак егеттеринен кәләш итеп башкорт кызларын урламауларын һораны. Ради Хабиров попросил казахов не воровать башкирских невест. Ради Хабиров казак егеттеринен кәләш итеп башкорт кызларын урламауларын һораны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем разговор с политологом Дмитрием Михаличенко в рамках программы «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валеев. И номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме +7 927 304 1051. Последние дни на фоне смягчения ограничительных мер по поводу коронавируса пошли разговоры о том, что 24 июня вполне возможно пройдет голосование по Конституции, которое было отложено на неопределенный срок. И есть мнение, что к тому времени власть сделает все возможное, чтобы показать, что эпидемия закончилась, что ее, в принципе, полностью мы победили. Даже если этого не случится, в смысле она не закончится фактически. Вот вы здесь какой точки зрения придерживаетесь? А вот примерно такой же, я скорее соглашусь с этим, и я думаю, что это голосование пройдет, потому что его откладывать для власти нет смысла, и вот это позиционирование будет именно такое. Но тут же уже Госдума подстраховалась, да, сделали варианты, там расширили возможности электронного голосования, голосования по почте. Вот, эта история такая интересная. В общем-то, в Польше тоже вот выборы президента должны были пройти, тоже вопрос поднимался, голосование по почте, тоже разрешили, но оппозиция против, так же, как и в России, и, в общем-то, сейчас, скорее всего, будет смешанное. Но я думаю, что под, скажем так, покровом коронавируса, в общем-то, власть воспользовалась и приняла ряд для себя важных законов, которые облегчают им положение, так скажем, влиять на ситуацию и осуществлять прямое управление. Вот. Тут не только с голосованием, тут еще и с сотовыми телефонами, но это отдельная, конечно, тема. Угу. Ну, то есть, скорее всего, это пройдет, если резюмировать. Я думаю, да, я думаю, да, интерес в обществе, на мой взгляд, невысок. Вот. Позиция там, скажем так, вот проигнорировать голосование мне представляется неправильной. В общем-то, она такая, пар выпускать, это вот опять же, ну, радиослушатели поймут, кто так говорит, да, то есть, вот. Но я думаю, что тут проблем у власти не будет. Понимаете, Руслан, я бы так это сказал, общество сейчас измождено. Измождено. Ну, не то, что устало.
за неделю-то до мероприятия общество так или иначе спохватится и узнает, что вроде как голосование. И поэтому вопрос какой? Настрой поддержать эти поправки, он как-то интересно изменился по сравнению с тем, что был там в начале февраля, или не изменился? То есть больше людей поддержат, чем могли бы тогда это сделать? Ну, у меня нету тут четкого мнения, потому что нету четкой социологии на этот вопрос. Вот, я не знаю, там в ЦИОМ, Левада дают разные цифры, Леваде я больше доверяю. Я думаю, что власть делает, как ей надо. То есть есть, скажем так, наверное, если брать много вариантов ответов, то самый популярный был бы молчаливое, тихое согласие вот, при определенном недовольстве. То есть люди, может быть, некоторые повозмущаются, но в целом, да. Вот. И я думаю, что, к сожалению, это на самом деле, вот мы все обсуждаем, там, я всегда говорю, что я не люблю там комментировать повестку, давайте обсуждать процессы. С точки зрения федеральной политики, с точки зрения будущего страны, это на самом деле самое важное и самое тревожное, на мой взгляд. Угу. То есть сам факт того, что это случится, и это будет принято хотя бы формально. Да, с точки зрения это может иметь очень серьезные последствия для страны. Вот. Я не говорю, что сразу это негативно, это может иметь очень серьезные последствия, вот так я скажу. Угу. Следующая тема, которая в последние дни, откуда ни возьмись, активизировалась, это так называемый конфликт между, не скажу уж там, руководством Татарстана и Башкортостана, такой татаро-башкирский в некотором роде, который обострился после проведения башкирского диктанта в онлайн-режиме, где был один из 3 блоков, проведенный точнее не на северо-западном диалекте башкирского языка. То есть есть общественники, которые утверждают, что это вовсе не северо-западный диалект башкирского, а чистой воды татарский язык. И я, кстати, как вот носитель этого языка, тоже согласен с этими людьми. Вот. И пошли такие, скажем так, публичные споры. Да? Общественники в Башкирии публично высказываются, посты пишут, на телевидении Татарстана предъявляются претензии и призывы к Радию Хабирову помирить все-таки стороны. На ваш взгляд, что на самом деле происходит? Ну, понятно, что если люди, там, скажем, которые муссируют этот вопрос, выступают там на телевидении, в том числе и башкирском, там, и Вести ВГТРК, то очевидно, что власть понимает, о чем идет речь республиканская, и как-то модерирует этот процесс. А суть конфликта, на мой взгляд, заключается в том, что любые муссирование межнациональных вопросов, оно, на мой взгляд, неправильно. То есть вот при Хамитове такой политики не было. Я считаю, что, в общем-то, есть земляки мои, это и башкиры, и татары, и, в общем-то, нужно стараться все-таки обходить острые углы, а не педалировать их. Здесь же видим педалирование. Во-первых, будет перепись, да, планируется перепись населения. Этот вопрос влияет. Во-вторых, есть определенная, скажем так, политика федерального центра, которую, на мой взгляд, республиканская власть выполняет. Это создает дополнительную точку напряжения с татарстанскими соседями. Татары – это 2-я по численности нация в Российской Федерации. У них есть и многовековой опыт диаспорального проживания и мышления. То есть и в Астрахани такие вопросы сейчас поднимаются, и в Тюмени частично, вот, и в Татарстане, естественно. Вот. Башкиры, у них идентичность все-таки такая к земле привязанная, к земле. Вот. Не к языку, не к культуре, прежде всего, но к земле. Хотя, конечно же, язык тоже очень важен, и сейчас он выступает инструментами. Но это я говорю на архетипическом уровне. Я думаю, что ничем хорошим вот это противостояние, оно не завершится. Я точно знаю, что внутри, скажем, на уровне элит административных, там в республиках 2 соседних, есть определенные сложности, есть определенные проблемы. Вот. Сидякин здесь очень важную роль играет, поскольку он в Татарстане, так скажем, долго был, да, и имеет хорошую коммуникацию. Вот они пытаются что-то там урегулировать, где-то они, спорят и так далее и тому подобное. То есть здесь много очень вопросов, но мне кажется, это отнюдь не самый главный вопрос. Я прекрасно, как историк, знаю там и ситуацию, когда в Югославии, где сербско-хорватское там противоречие, да, там, скажем, в том числе политтехнологически сконструировано, российско-украинскую, вот. Я бы не хотел, чтобы вот эта линейка продолжалась. Наверное, до того не дойдет все-таки, но вот эти вот вопросы, так скажем, пощипывания друг друга, вот эта вот логика, она, наверное, будет продолжаться. Но на ваш взгляд, этот процесс, он такой спонтанный, скажем так, начался снизу, и есть просто активные люди, которые как бы между собой спорят? Или это такой процесс, который кем-то обусловлен, срежиссирован и, соответственно, имеет конкретные цели?
Ну, я склоняюсь ко второму, но всегда есть в обществе люди, которые испытывают националистические настроения и в хорошем смысле, и в плохом, в воинственном, и в патриотическом всегда есть. Но на пустом месте ничего не возникает, но уровень бытового национализма в республике, вот когда я тут работал, по крайней мере, да, по моим замерам, был крайне невысок. Учитывая то, что это межнациональные регионы, где, в общем-то, три этноса ключевых, они практически в разной пропорции, это можно считать, что это было неплохо, так скажем, да, вот. Ну, я не думаю, что он сейчас сильно повлияет на это, но вот эти вот брожения национальные, это не очень хорошо. Я думаю, что национальный вопрос всегда политизирован. Вот, национальный вопрос всегда политизирован. Вот так я бы ответил. Вот как раз на этом фоне происходит же процесс над национальной организацией «Башкорт». Он был прерван из-за коронавируса, но тут вот еще вроде и не закончилось, имею в виду ничего с коронавирусом, а процесс возобновился. И вот-вот закончится. На ваш взгляд, почему спешат? Я не могу тут сказать, потому что нет у меня, скажем, инсайдерской информации, но желание, скажем так, в общем-то, Башкорт дискредитировать, оно почерк вот этот присутствует. Вот. А то, что эта организация достаточно такая авторитетная, да, вот в своей среде, это тоже не вызывает сомнения. Но я думаю, что, возвращаясь там к октябрю 2018 года, по моей информации, в общем-то, перед тем, как, скажем, на берегу договаривались, что Хабиров возглавит республику, правда, это было даже не в октябре 2018 года, а чуть раньше, они уже знали где-то в сентябре, вот, уже решился вопрос. И я думаю, что был вопрос, это шиханы, и это вот, башкирские националисты, так скажем, урезонить их и ввести в нужное русло, либо там переформатировать. Угу. То есть этот процесс, по сути, это по воле федерального центра, если так уж в конечном итоге. Ну, как тут однозначно так не скажешь, да, но дело в том, что многие принципы политики республиканского руководства во многом от, в общем-то, установки, все задачи, они идут с федерального центра. Они согласовываются и в Нижнем Новгороде, и в Москве. Вот. Другое дело, что Хабиров очень, ну, такой, вот, скажем так, тонкий игрок и высококлассный как политик, да, который умеет действовать нелинейно. Вот. И многослойно, и на разных уровнях. Вот. В этом его плюс, то есть и кейс Башкорта это как раз вот пример такой нелинейной, хитрой, умелой работы? Я думаю, что не конкретно про Башкорт, я думаю, что вот эта национальная политика вообще, это вот нелинейная такая многослойная работа. А какие результаты здесь будут, я пока не могу сказать. Тут очень сложно, потому что, ведь понимаете тоже, Хабиров, с одной стороны, условно говоря, установки есть федерального центра, с другой стороны, есть свой электорат. Вот. Тут очень такая игра сложная. Вот. И это такая чистая политика. Это политика во многом кулуарная, но она видна, и она интересна. Почему я, собственно, и слежу за этими организациями. То есть у меня вот Башкорт, да, то есть они не такие, не подконтрольные, но какие-то точки соприкосновения там все равно есть. И как бы есть вариант, там, скажем так, их перевести в русло, в котором они будут там более, скажем так, лояльны, вот, подконтрольны. И такой вариант прорабатывается, да? Ну, его уже прорабатывали, пытались несколько раз сделать. Пока не получается. Сейчас основной вариант, наверное, все-таки их переформатировать. Вот. Ну, то есть вывести конкретно под этим брендом, под этой вывеской за рамки закона и потом заново сформировать что-то новое, типа того. Ну, разные сценарии, Руслан, я тут не могу сказать четко, как будет, да, потому что не оракул, вот, но я думаю, что хотят, наверное, бренд-то поменять, потому что ведь и Башкорт, это тоже там же разные были названия, тоже как бы, да, и вот, и поэтому тут сложная игра идет, сложная. Да, и опять же, параллельно же вот вновь, скажем так, о себе заявило дело Айрата Дильмухаметова. На следующей неделе, 27 мая, стартует процесс в суде, причем в военном суде, причем не где-нибудь, а в Самаре. И, в общем, возникает вопрос, опять же, да, почему спешат? Потому что, ну, опять же, вроде как сейчас с судами еще не все хорошо, но решили дело возобновить. Есть какие-то сроки? Вот я к чему клоню? То есть вот по этим всем историям какие-то ставятся рэперные точки, да, когда нужно все завершить? Или вот, я не знаю, кто-то снизу просто инициативу проявляет? Ну, опять же, есть логика процессов, я бы не стал обобщать, то есть, вот, но я думаю, что, к сожалению, там у Айрата Дильмухаметова будет, ну,
не будет, вряд ли будет какое-то хорошее решение, там, скажем так, да. Вот, есть логика процессов, он давно уже в заключении находится. Я, к сожалению, или к счастью, к этим судебным делам вот, не специалист, но я думаю, что, учитывая те установки, учитывая то, какая политика идет, то я думаю, что определенных санкций он, конечно, не избежит. Угу. А в чем тогда необходимость перевести рассмотрение все-таки в военный суд? Казалось бы, да, тот же самый Кировский, Уфимский районный суд, он бы тоже наверняка каких-то сюрпризов бы не преподнес, скажем так, следственным органам, вынося судебное решение. А тут как-то вот нужно было усложнить обязательно историю. Ну, я согласен насчет сюрпризов, но насчет усложнений не знаю даже. Может быть, показательное, чтобы, там, скажем, было больше распространения медийного. Не знаю, я вот с этой сферой не очень соприкасаюсь, скажем так. Вот. И политические, экономические процессы мне более понятны, чем вот эти судебные вещи. Хотя я вот согласен с тем, что вы сказали, вряд ли сюрпризы были бы и в республике, в судебных инстанциях. Угу. Ну, так или иначе, еще одна судебная история есть, правда, которая уже позади. Это иск Всемирного Курултая Башкир против Эхо и вас. Эльвира Айткулова, вице-спикер Курултая, была таки у нас в эфире уже вот пару-тройку недель назад и комментировала эту историю. Вы же слышали, да, этот комментарий? Да, я послушал, да. Вот, как-то вот есть что добавить по следам этой истории? Вот она закончилась, сам иск отклонен Всемирным Курултаем, точнее судом арбитражным башкирским, но откуда все это возникло и в чем была позиция Всемирного Курултая Башкир, так и не стало ясно. Ну, смотрите, Эльвира Айткулова достаточно профессиональный и неплохой, там, скажем так, политик, и я уже все, что надо, я сделал. Как бы. Я вот сказал, что я там написал ей, она не ответила, но, в принципе, у нас уважительные отношения. Она тоже сказала, что вопрос закрыт, вот, и, в принципе, в этой логике, конечно, хотелось бы понять мотивы, хотелось бы, чтобы кто-то с официального представителя это высказался, но хотелось, с другой стороны, и не хотелось. Мне ничего не надо от них, и все понятно. Я эту логику вообще не приемлю, да, и ни логику ни денежных штрафов, ни логику судебных разбирательств, когда есть там судебные вещи, вот. Но она сказала, вопрос закрыт, вот, как бы я не то чтобы согласен, но я принимаю вот тот статус-кво, который возник, вот. И я могу сказать, это еще вот так вот не самый плохой человек, так мягко скажем, да, вот в этой всей иерархии, то есть. Поэтому не хочется это сильно муссировать. Вот. Но, конечно же, нужно быть готовым, что и в дальнейшем такие попытки будут. Вот. Ну, какие-то приходят неудачно, какие-то там удачно. Но я думаю, что в данном случае цель-то не достигнута все-таки, потому что, так никто ничего не понял. Инфоповод был с негативной коннотацией для, в общем-то, истцов. Да? Поэтому вот. И с ней же мы обсуждали историю с деятельностью рабочей группы при Курултае, созданной по инициативе Радия Хабирова, куда вошли члены СПЧ, ранее заявившие о своих инициативах. Я думаю, в курсе, да, вы этой истории. На сегодняшний день, по ее словам, формально эта деятельность, имею в виду группы, не завершена, но из коэффициента полезного действия выводить особо нечего, да? То есть из всех предложений, которые были озвучены, формально включили в итоговый законопроект лишь разрешение проводить публичные акции на территории садовых товариществ. Именно за эту как бы юридическую тонкость, по сути дела, они ухватились, в том числе Эльвира Ринатовна здесь в эфире говорила, да, что я не прав, критикуя их. Вот. На ваш взгляд, это все, конец истории, или все-таки действительно еще дальше какие-то телодвижения будут с их стороны? Понятно, что вот, например, с моей стороны, со стороны СПЧ они будут, то есть мы об этом будем говорить еще и на встрече там, с главой и так далее. Будут ли как-то они дальше шевелиться, навстречу идти? Или это бесполезно? Руслан, вот смотрите, мне 39 лет, я политикой, скажем, политологией больше, да, там, скажем, около политикой начал заниматься там в 30 лет, да, вот я это проходил как в году, в 2011-2012 году, там приглашали меня тоже экспертом, судебные законы разрабатывать, да, в Госсобрании и так далее. То есть мне это все давно уже надоело, и я как бы вышел из этой темы. То есть я считаю, что вы им не нужны. Понимаете, не нужны. Подсказать что-то, где запятую поставить. Не-не, вот это понятно. Да. Вот в том-то и дело, что не нужны. Как бы, в этом смысле мешаем мы, занимаемся ерундой какой-то, заставляем какие-то рабочие группы посещать, какие-то бумаги рассылать. Отсюда и отношение вот это. Мне в этом плане позиция вот Всеволода Спивака
ближе. Он берет и разбирает, показывает где-то там неграмотность какую-то и так далее. Причем без агрессии, мягко, так, с юмором. Вот, нормально, как бы люди понимают, общественное мнение понимает. Диалога никакого там не будет. Насчет той организации, по которой вы сейчас ссылаетесь, я ее, в принципе, не приемлю, потому что она функционирует под началом человека, который там, ну, вы понимаете, то есть я как бы считаю, что здесь не надо это все муссировать. Другое дело, что как СМИ и независимые СМИ есть журналисты, которых я уважаю и критикую. Я вот хочу сказать, что я не критикую тех, кого я считаю просто ниже критики, а тех, кого критикую, там, да, вот и «Эхо Москвы» тоже доставалось, там у меня были замечания, и «Коммерсант», вот Наталья Павлова, да, то есть я, в принципе, с большим уважением отношусь к их работе. Эту работу нужно проводить. Эта работа заключается в том, что вы показываете норму, показываете, как должно быть, хотя бы. А тут уже органы власти или там законодательной, судебной или исполнительной, сейчас разница между законодательной и исполнительной она де-факто небольшая. То есть мы возвращаемся к этому до Локова принципу, ну Джон Лок, да, это и Монтескьё, это принцип разграничения властей там обосновали, да, на ветви власти. Это 18 век, по сути, Лок там чуть-чуть раньше даже. Вот. То есть мы возвращаемся к этому, мы возвращаемся здесь просто объективно к автократии, да, автократии. То есть, в общем-то, это не то, что авторитарный режим, это не то, что тоталитарный режим, это просто автократия, самодержавие, скажем так, да, вот. Поэтому тут с властью какие-то вещи нужно вести вот в этом плане, пытаться. Это повышает ваш профессионализм, ваш авторитет. Вот. А Айткулова, там я слушал эфир, она вам ответила, где-то она очень профессионально ответила, где-то были определенные перегибы, но не надо это воспринимать, я тут и к вам, кстати, у вас этого нету, но вообще не надо воспринимать это как войну. Тут надо искать конструктивную составляющую. Вот. Я считаю, что у вас подход достаточно объективный, вы стараетесь говорить так, как и есть, вот. Но как они воспринимают, это их дело уже. В общем, понятно. Хотелось бы вот еще тему нашего города Уфы обсудить. Как-то вот вы написали пост, что у вас есть, значит, сомнения определенные по поводу будущего нашего города. Хотелось бы, чтобы вы пояснили, что вы имеете в виду. Ну, смотрите, вот, допустим, месяц назад финансирование Салавата Юлаева может быть прекращено. Сколько информации, да, было там по хоккею. Вот, Башнефть не платит или Роснефть не платит и так далее. Значит, да, Хабиров говорит, что мы, значит, попросим у президента помощь на празднование 450-летия Уфы. Да. Это у нас 24-й год, по-моему, да? Вот. А если в обществе вообще вижен стратегический, что будет с Уфой через 50 лет? Потому что, посмотрите, пожалуйста, вот сейчас нефть стратегический ресурс. Там в 19-м, начале 20-го столетия это был уголь. Вот что происходит с угольными городами, да, сейчас? Прокопьевск, пожалуйста, шахты, Ростовская область. Вот. Не получится ли так, что Уфа, значит, возникла на исторической карте в 16 веке, да, и закат ее начнется? Потому что в обществе нет понимания, какой будет образ города через 50 лет. Это же крайне важная проблема. Мы видим, какие миграционные потоки из Уфы идут в центр. Мы видим, что постиндустриальный сектор не развивается. Ну, для этого IT там нужен другой политический климат. Понимаете, вот в 16 веке в Голландии там еще Нидерландской республики-то не было. Это с испанцами боролись. Знаменитая осада Лейдена. Они ее выдержали там героическим образом. Там потом дамбы затопили, корабли голландские подошли и освободили от испанцев. И Вильгельм Аранский говорит, а что вы хотите, освобождение от налогов или университет? Они сказали университет. А потому что новому государству нужно было, молодому Нидерландской республике, нужны были свои административные элиты. Университет существует до сегодняшний день. На сегодняшний день. У нас два главы, допустим, вот их немного объединяет. Вот это Хабиров, допустим, и Хамитов, но они оба из академической среды. Где движение по развитию вузов, качественный новый уровень? Пока этого нет. Поэтому я не вижу просто вот точек роста в Уфе, как мегаполисе. Это характерно и для Перми, наверное, и для Волгограда точно характерно, для многих вот мегаполисов, которых в России-то не так и много. С учетом того, что огромная такая Россия, там 16, по-моему, мегаполисов, включая Москву и Петербург. Ну, то есть надо кому-то из политиков ключевых задуматься о дальнейшей стратегии, дальней стратегии прежде всего. Долгосрочный, но на политиков я не надеюсь, я надеюсь на лидеров общественного мнения, в том числе и вот люди, которые уезжают из Уфы, вот, но которые там представляют из себя многое, да, скажем, чего-то добились. Этот вопрос нужно поднимать, этот вопрос нужно обсуждать, пока дискуссий нет на этот счет даже.
Мгм. Ну и вот в оставшееся время хотелось бы немножко тему спорта обсудить, тем более, что вы начали на нашей радиостанции вести совместно с Алексеем Горюновым программу, посвященную хоккею. А здесь все-таки у нас другой формат, поэтому здесь расскажите, что вас, я не знаю, заставило, что ли, взяться за этот проект, почему он вам интересен? Ну, во-первых, спорт – это один из факторов, по которому, там, скажем, власти в регионах очень сильно там поднимают свой рейтинг. Это общественно-политическая проблема. Во-вторых, конечно, я болельщик с, в общем, 35-летним стажем. Я помню до сих пор, как я в 5 лет, меня отец повел там в Советском Союзе еще на игру против ЦСКА. И тогда это вообще состав ЦСКА был гипермогучий. Один гол в их ворот воспринимался как праздник. Тот самый вот. ЦСКА, я понял, ага. Да, конечно, там в первом звене еще играли Михайлов, там, да, Петров, ну, уже там не было Харламова, конечно, он в 81 году погиб. Вот. В-третьих, это интересная тема, и мне глубоко не безразлично будущее там башкирского спорта, и в здоровом обществе это нужен спорт, конечно, безусловно. Тут много причин, и есть что сказать, и интересно, и я думаю, что это будет интересный проект, по крайней мере, мы его смотрим как долгосрочный. И я думаю, что тоже определенное общественное мнение нужно формировать, чтобы спорт был цивилизованный, чтобы он приносил какую-то прибыль, чтобы была детская спортивная школа, хорошо развивалась. Не просто, чтобы кубки там команды завоевывали. Но я считаю, что это, в общем-то, моя гражданская такая позиция, и мне это интересно, я этим хотел бы заниматься. Я хочу поблагодарить Руслана, который, в общем-то, доверил нам такой формат. Ну, пока все нравится, я думаю, что дальше будет еще интереснее. Ну что ж, тем временем у нас и программа подходит к концу, поэтому я буду прощаться и благодарить нашего сегодняшнего гостя, политолога Дмитрия Михаличенко, за интересный эфир, и всех, кто был с нами, также благодарю я. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.